Друзья, витаю вас. Сегодня 17 мая 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в реалити. На канале реалити в YouTube и на канале Аслан Арцуев в TikTok. Так, сейчас мы вот так оставим. Вот так это пусть будет. Так, 16 часов 5 минут по Берлину, 17 часов 5 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Кадыров сдал Даудова». Вопрос. 17 мая 2024 года. Друзья, как обычно, я начинаю свой стрим с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, то есть на 17 мая 2024 года, уничтожено и ранено 1410 террористов, пришедших на священную землю Украины, 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 антиаэркрафта, 2 самолета и 1 вертолет. Давно не было у нас вертолетиков и самолетиков, то есть русских летающих гробов. 45 БПЛА, 56 автомобилей техники и цистерны и 7 спецтехники. Слава ЗСУ! Все будет Ичкерия. Дал мула. Так держать. Так держать. Так держать. Дедик Хил Машой, лорд. Дедик Хахил. Салам, брат. Салам, Чернев. Салам. Так. Аслан, это ты все сбил? Нет, у меня не сбил. Но я полагаю, что моя сегодняшняя вышиванка, вчера я ее одевал на день вышиванки, и вчера получил очень много отзывов. И в том числе от хейтеров. Поэтому я вынужден ее снова сегодня одеть, чтобы вас порадовать. Ну и расстроить наших недоброжелателей. Слава Украине! Алга Казахстан! Тлек Эрген! Алга Казахстан! Ненавижу вас, говорит, Яха Салтаевна. Ну, бывает, Яха. Привет из Ростова, говорит Амина. Привет, Амина, привет. Ну, я надеюсь, Амина, ты не мой сторонник, потому что если ты называешь свой город, и ты мой сторонник, у тебя могут возникнуть проблемы. Поэтому я надеюсь, что ты не мой сторонник. Ага, все, исправилось. Да, будь осторожна, Амина, будь осторожна. Брат Аман бол бау-ирым, говорит Тлек Эрген. Наверное, это что-то по-казахски, да? Алейк салам. Машволь, Самур. Дерей салам, Машволь, Машволь. Украины больше нет, говорит Валера Курапов. Слава Русне. Валера, да, Украины нет, как нет Ичкерии нет, как нет Америки, как нет Германии, Великобритании нет, никого нет. Есть только без границ фашистская русня. Да, ты молодец, ты наконец-то всех победил. Только у меня один вопрос. Зачем вам это? Объясните мне. Ну, кроме вашего вот этого фашистского нутра, что-нибудь другое такое, материальное, человеческое, что-нибудь получаете вы от того, что нет Украины, нет Ичкерии, нет Америки, вот, ну, всех убиваете, уничтожаете, ну, кроме кайфа, как садисты, которые вы испытываете, что-нибудь другое вы получаете от этого, скажите?
Почему флаг перевернутый на кепке? Это было оригинально. Очень красивая вышиванка. Спасибо, Катя, спасибо. Мне тоже очень нравится. У нас здесь в Гамбурге лечились бойцы украинские. И мы тут их наведали с украинцами тут местными. И один раненый боец подарил мне вот эту прекрасную вышиванку, которую я всегда с гордостью одеваю и вспоминаю его. Антифашист, говорит Вайт. Нет, я не антифашист. Я, скорее всего, антирусист. Я не против всех фашистов. Ну, в смысле, я против фашизма в целом. Но у меня нет возможности заниматься всеми фашистами на этой земле. Поэтому мне достаточно вот этой фашистской русни, с которой надо спросить, с которой за убийство 300 тысяч наших граждан. Как-то так, Дион. А что за зеленый флаг поверх американского? Ничего ж себе, что за вопрос, Шамиль Алиянов. У вас в школе не учили, что это флаг Ичкерии, что ли? Ну вы даете. Здравствуйте, как вы относитесь к Александру Григорьевичу Лукашенко? Здравствуйте, сорнячок. Как я могу относиться к КГБшнику и узурпатору, тирану, убивающий своих противников и оппонентов? Именно так я к нему и отношусь. Ну и, конечно же, дружок Путина. Это само за себя говорит. Сейчас религиозники и конторские прибегут и начнет у них бомбить от американского флага. Да, наверное. Ну, не то, что даже религиозники, мне кажется, не совсем верно, если определять, да. Я тоже иногда так говорю, религиозники. На самом деле, либо люди необразованные, либо радикальные. Это вот они могут чем-то возмущаться. Дело в том, что возмущаться американским флагом могут только враги Америки. И мы, чеченцы, не являемся врагами Америки и никогда ими не были, не собираемся им быть впредь. Но дело в том, что им нужно, русским, имеется в виду русской гибне, там, имперцев, нужно, чтобы нас настроили против Америки. Как только вы видели, как Путин бегал за Обамой, там у туалета его поймал, там руку, не замочить, заметьте, а пожать руку, попросить о чем-то. Сейчас поехал к Китаю, им там сейчас до того с колен встает Россия, что на пятки лижет. Си поехал Путин. Поэтому религиозники или любые другие люди, которые против Америки, они должны понимать, что мы живем сегодня, вот сейчас общаемся вот по айфону, по интернету, по там, всем другим коммуникациям, которые нам предоставляет Америка. Мы общаемся, мы развиваемся, мы становимся успешнее, умнее, сильнее, богаче. Благодаря тому, что жизнь стала легче, становится легче с каждым днем. Сейчас изобретен искусственный интеллект, который просто сносит все параметры представления о том, что нас ждет в будущем. Уже, в принципе, он не то что сносит, он четко вырисовывает очертания нашего будущего, которое уже фактически наступило. И это благодаря американцам, прошу заметить. Почему я это все рассказываю? Я хочу объяснить всем, в первую очередь, меня волнуют чеченцы, которых пропаганда дурит, которых обманывают и говорят, что Америка враг мусульман и так далее, и так далее. Это не так. В Америке живет много мусульман, их никто не ущемляет. Америка
помогала мусульманам, курдам, которых убивал. Ну, конечно, это не только ради них это все делалось, но Саддам Хусейн травил их газом, и только лишь американцы смогли остановить этого преступника. Слободан Милошевич, другой преступник, который также уничтожал мусульман, ну, это мне без разницы, кого уничтожают, мусульмане, не мусульмане, ну просто некоторые постоянно говорят об этом, мусульмане, поэтому я подчеркиваю для них это. И убийство мусульман только американцы смогли остановить, как вы понимаете. И Слободан Милошевич оказался в тюрьме. Поэтому дело здесь не в исламе или же не в противниках ислама. Дело в идеологиях, в национальных интересах, которые преследует та или иная страна. Так вот, мы все сегодняшним днем, в 2024 году, в мае, 17 мая, мы все находимся в англо-американской или в западной цивилизации. Поэтому вы ее можете не любить, вы можете ее ненавидеть, но она есть, и с этим придется считаться. Нравится кому-то это или нет. Так же, как придется смириться с тем, что будет Израиль, который имеет свое государство, который силен и который не позволит больше безнаказанно сжигать себя в печах. Как кому-то бы очень сильно хотелось. Забудьте, большая часть антисемитизма выражается в фашизме людей, а не в том, что прав Израиль или не прав. Никто даже не разбирается, прав Израиль или нет. Просто если это еврей, значит он априори, как и чеченец, не прав. Я с этим не согласен. Да, если еврей не прав, чеченец не прав, я это скажу. Бесспорно. Скажу, если это будет любой чеченец, Басаев это будет, кто-либо другой, конечно же, я это скажу. Но если кто-то прав, даже если это будет наш оккупант, убийца русский, я это признаю. Если он был в отношении нас, если он даже совершит, я это признаю. Поэтому не любить, ненавидеть Америку, мне кажется, ну, не то, что глупо, это еще и вредно для самого себя. Но сугубо лично каждый решает для себя, кого любить, кого нет. Вот как-то так я это вижу. И всем, кто не любит Америку, я хотел бы сказать, давайте сперва разберемся с теми, кто убил 30% наших граждан. И вот после этого давайте будем определять, кого мы любим, кто нам что плохое сделал, кто нам что хорошее сделал. Но сейчас, когда наша страна оккупирована, когда нас уничтожают, брать врагов других себе, но это специально делается. Как сейчас, да, продолжу тему, раз уж начал. Сейчас вот очень раскручивается ситуация, что вот религиозники, так называемые, которых ты обозначил, Самур, как религиозники, ваххабисты, и националисты, можно сказать, как нацисты выступают. И вот сейчас идет противопоставление чеченцев, опять разделение чеченцев. То есть мы вместо того, чтобы обратить наши взоры на Кремль, на Лубянку, мы обращаем внимание на том, как кто молится, кто говорит об Аллахе, кто говорит там о демократии, ну и начинаем между собой драться, бороться, кусаться. Это и именно то, что нужно русским террористам. Давайте не поддаваться этому. Друзья, братья, сестры, давайте не поддаваться. Зачем мы даем себя обманывать? Давайте сперва разберемся с фашистской русней, восстановим справедливость в отношении нашего народа за убийство 300 тысяч граждан фашистской русней, компенсацию за нанесенный моральный, материальный и остальной ущерб, осуждение преступников, ну и после этого будем разбираться, кто еще, кого же еще можно в чем-то обвинить. А пока давайте не будем распыляться на мелочи, да, которые абсолютно ложные нарративы, которые нам вбрасывают. Ну, если вы, конечно, хотите бороться, а если нет, ну тогда можно продолжать бороться там, с ваххабистами. Ваххабистам нужно бороться с вами, там, и так далее, и так далее.
Ну, у каждого свои цели. Америка финансировала террористов в Чечне, говорит Буз. Нет, к счастью, Америка не финансировала террористов в Чечне. Но в Первую русско-чеченскую войну, да, Билл Клинтон выделил фашистской Русне на 6,5 миллиардов. Да, этим террористам кредит выделил. К большому сожалению, это было. И за это мы очень недовольны Биллом Клинтоном и той администрацией. Я лично этим недоволен. А так, конечно же, терроризм России, он имеет большую страну, он много имеет оружия. Готовилось вот это террористическое образование уже к Третьей мировой войне, в которую, в принципе, она и вступила. И будем надеяться, что это конец террористов. Она тебя финансирует, говорит. Дай нам спокойно кушать. Асан. Да, Хасан, ты очень верно отметил, что вы сейчас делаете. И на самом деле это единственная приятная сторона в геноциде и военных преступлениях, уничтожении всего народа, когда после того, как вас избивают кнутом, вам дают пряник. Да, это приятный момент. Дело в том, Хасан, что пряник ты ешь кровавый. И должно быть чувство собственного достоинства, чтобы заставить себя отказаться. Да, конечно, деньги не пахнут. Да, конечно, некоторые плевали на убийство чеченского народа. Ну, цаджимал кира докхельма дизи. Просто цаджимал яхельце из цугэсхшса. Тойцам чоершу я. Згэсхшса хилиш цаджимал хилити. Цугэсхшса яхелиш цаджимал. Шухца бейшчуниш, су бойшчуниш. Шудуй гэсхшан дуахкадер пряник шушдеш аштеш. Иш шухца бейшу. Валлахи цабейшк. Аз дух мадина цац камилш. Сун цейр дагер маха. والله تخيت سان انت سو شين ده على شو سو بارك حوات ويش يا سو سيلا خيتر قتان غاسق шамбуах бельчарила. Представляешь? А так, да, конечно, сейчас время пряника. Возможно, это было бы время пряника, даже, вот, согласиться с тем, что ты говоришь, но, скорее всего, это даже не пряник. Или уже время пряника закончилось, сейчас отправляют на войну. Сейчас отправляют на кровавую страшную войну. Ну, давайте дальше идем. Асан, Россия это палата номер 6. Да, Ян, совершенно верно. Давай про Даудова, сколько можно трепаться, говорит Мурат Магомедов. Мурат Магомедов, не трепись, пожалуйста. Так, государство Чеченской Республики Ичкерия будет свободная. Литва. Да, Мула Киртука. Спасибо. Спасибо. Да здравствует Литва. Слава Литве. Ичкерия, США, Украина, Израиль, Литва, Польша, Латвия, Эстония, Великобритания. Да, Самур. И нашу Германию добавь туда. За компанию. Всем недоброжелателям Америки. У США есть птичка, называется Б-52, которые могут на вас сбросить взрывчатки так, что завидуйте молча. Иванов Миша. Чеченцы не воюют на Украине, так что не беспокойся. Чеченцы просто делают вид, что воюют. И так просто ТикТок снимают для пиара. Иванов Миша. Иванов, ну, Иванов, я с тобой не согласен, конечно же. Так как, ну, конечно, вам, русским, это хочется, вы не можете допустить, чтобы вот эти кадыровцы, у вас ненависть к чеченцам такая сильная, что вот эти предатели своего же народа, у вас они не в цене. Это тоже я вот только что об этом сейчас чеченцу Хасану об этом рассказывал.
Так вот, я тебе скажу, очень много погибло тех, кто пошел под ваши флаги. Очень много. Чеченцев погибло очень много. Ну, пророссийских чеченцев. Мы их называем кадыровцами. Вернее, они сами себя так обозначили. И слава богу, мы отдельную из них сделаем нацию. Пускай она будет российской нацией. Народностью мы ее сделаем. А так, тела не возвращают, очень много погибших, много убитых. Это правда. К большому сожалению, я не ожидал, что так много чеченцев окажется с оружием в руках на вашей стороне. Хотя, конечно же, вы преподносите в 100 раз больше, что их, ваших сторонников. Но их и так оказалось так много, что я удивлен. Это в процентном соотношении мизер, но, к большому сожалению, этот процент меня не устраивает. Так, пойдемте дальше. Боже, храни Америку и Б-52. Аминь, аминь. Так. Как вы относитесь к Кадырову? Сорнячок. Сорнячок, когда мне задают вопрос, как мне относится к Кадырову, если мне охота отвечать чуть подольше, чем обычно, я обычно спрашиваю, ну, если русские задают, спрашиваю, как вы относитесь к тому, что служил вам, занимал высшие посты, ну, допустим, к Власову. Власов, между прочим, спас тысячи советских солдат, которые были в плену и практически находились просто в тяжелейшем положении. А Кадыров никого не спас, понимаешь? Кадыров спас только тех, кто перешел на сторону России, и потом всех их расстреляли. Практически все, кто сдался под гарантию Ахмада Кадырова, уничтожены России. Кто воевал против России, поверили, сдались, все были. Либо на какую-то спецоперацию отправили, их убили, либо сами уничтожили. Поэтому, ну как относиться к предателю, который предал свой собственный... Ну, некоторые говорят, он не чеченец, я тоже склонен считать, что он не чеченец, но мы его считали какое-то время своим, и поэтому, можно сказать, и свой народ. Ну вот, как к нему можно относиться? Вот так я и отношусь. Владимир Миталов. Асан, а в новую Ичкерию такую госсистему, чтобы независимый госорган от президента, главе, которая должна быть именно выгодно за призей, что-то найти, посадить, и призей за ним должно быть вык. Прошу прощения, я ничего не понял. Они сами не живут и другим не дают. Короче, дурдом. Да, совершенно верно, Ян Маназон. И знаешь, Шамиль Басаев, легендарный чеченский генерал, генералиссимус чеченский, сказал, что он не понимает русских. Сами живут, извиняюсь, конечно, я его процитирую, и сами живут по горло в дерьме и всех тянут туда. Им нравится страдать, он говорит, им нравится. А я при чем, говорил чеченец Шамиль Басаев. Зачем мне? Мне не нравится страдать. Мне нравится радоваться жизни, понимаете? Это я уже от себя добавляю. Так что, да, именно так. Ни себе, ни людям, как говорится. Хорошо там, где нас нет, говорят русские. У них есть такая пословица. А ведь не соврали, а не соврали. Россия больна шизофренией. Это не болезнь, это диагноз. Да, абсолютно 100%, 1000000% с вами согласен. И это неизлечимо. Вот нужно признать сей факт. Это неизлечимо. Терроризм, русизм
чем больна фашистская Россия, это неизлечимо. Я в этом убежден. Это неизлечимо. Что вы думаете об Израиле? Спасибо. Что именно вы имеете в виду? Думаю, Израиль прекрасная демократическая страна, которая борется за свое существование. Я много об этом говорил. Что конкретно вас интересует? А чеченцы за интересы королевы воюющие предатели? За интересы королевы, если вы говорите о той покойной, то я сомневаюсь, что кто-то сейчас за ее интересы воюет. Сейчас, как мы знаем, в Великой Британии король. И если чеченец воюет за корону Великой Британии, то он никак не может быть предателем чеченского народа. Он может быть подданным Великобритании, но не как предателем чеченского народа. Предателем чеченского народа может быть только лишь тот, кто перешел на сторону врага, будучи за нас, и с оружием в руках восстанавливает интересы фашистской Русни на нашей земле. Остальных всех приветствую, которые не во вред чеченского народа действуют. Они могут быть английские какие-нибудь подданные, быть во вред действия чеченского народа, тогда они будут предателями, если они будут наносить своему народу. Не имеет значения. Турция, Англия, Америка, если ты наносишь чеченцам вред, то ты чеченский предатель. Но в данном случае ни Великобритания, ни Америка, Турция, правда, преследует свой интерес, потому что она там у нас по соседству, и мы сильные им там не нужны. Вот. Больше, кроме России, у нас врагов нет, если что. Где сейчас больше всего демократии? Ну, это тебе Google поможет. Глянь, пожалуйста. Авадон, кого интересует твое мнение? Говорит, ну только что ты мне вопрос написал. По-моему, у тебя, как у русиста, шизофрения, такой скрытой формы, я так полагаю, задал вопрос и говорит, твое мнение не интересует. Ну а что? Ицаворк Меркель вела лиушхелек, моссу дуньяного хошкет бош. И мать тишо. Ты продал свою страну США. Ну, давай, Сиро, разберемся, какую страну ты имеешь в виду. Моя страна только Чеченская Республика Ичкерия. Понимаешь? Моя страна только лишь Чеченская Республика Ичкерия. Я ее никому не продавал и не продам. Ни за какие деньги, никогда. Но давай поговорим о той стране, о которой думаешь ты. Я полагаю, ты говоришь, что моя страна, в твоем понимании, это Россия. Тогда возникает здесь уже совсем другая ситуация. Дай мне координаты американцев, которые дадут мне за это денег. Срочно. Хорошо? Спасибо за поддержку. Всегда, пожалуйста. Иван, приветствую тебя. Друзья, у нас здесь в Ютубе был Иван Сэм. Его давно нет. Не можете мне сказать? Сэм, Иван, если ты тут, отзовись. Чего-то тебя давно нет, я тебя вспоминал недавно. Что-то ты меня заставляешь беспокоиться. Враг Чечни – это кадыровский коррупционный клан, говорит Петри Пауль. Нет, это абсолютно наглая ложь. Кадыровский коррупционный клан – это составляющая русской оккупационной армии. Кадыров ноль без русской оккупационной армии. Поэтому, если, когда вы говорите, что какой-то враг чеченцев в Чечении, кадыровский коррупционный клан, вы обманываете, вы повторяете ГБшные, ФСБшные нарративы. Это им нужно представить Кадырова, сперва подняли его, раскрутили до таких высот, и потом представить, что он враг, чеченцы борются с ним, а русские, Кремль, Лубянка как бы не при делах.
Я борюсь с этим нарративом, постоянно об этом говорю и говорю, нет, Кадыров это российский чиновник. Нету у нас никакого кадыровского коррупционного клана. Есть русская оккупационная армия и ее марионетки, ее гауляйтеры. Как когда-то Гитлер ставил своих гауляйтеров, точно так же фашистская русня поставила своего гауляйтера. Матерого потомственного КГБшника, проверенного от и до, который был внедрен в наше сопротивление, причем подняли на самый верх, и он оказался, как выяснилось, не один такой, и затем перешел на сторону оккупантов. Тех самых, кого он призывал убивать русских. Он нас, чеченцев, молодых чеченцев, призывал: убивайте их как можно больше. Есть информация, что он говорил: убивать их 150. Каждый чеченец должен убить 150 русских. То есть русских 150 миллионов, чеченцев миллион. И это говорил ваш Ахмат Кадыров. Ваш, не наш. Это не наш. Поэтому давайте не будете нам вот эти нарративы. Здесь на этом канале не пройдет. Вот на КГБшных каналах это очень хорошо канает. Целые есть группы, которые все ругают днем и ночью Кадырова. Кадыров, Кадыров, Кадыров. Все. На этом заканчивается. И потом, когда ты уже достучишься до них: вы что, с ума зашли? Вы что, гибнюки паршивые? Они тогда могут сказать: ну да, там Россия, там Лубянка, там что-то, 2-3 слова, и опять Кадыров, Кадыров, Кадыров. Это не так. Мы здесь сидим для того, чтобы чеченский народ не обманывали. И, соответственно, все, кто уважает и дружит с чеченским народом. Поэтому я вот вам объясняю. Рамзан Кадыров есть часть оккупационной российской армии. Пособники путинского фашистского режима будут наказаны. Да, Мулла Алекс, дай Бог, дай Бог. В аду ждут тебя, говорит Александр С. Ну, как сказать, где меня ждут, как сказать, да. Кадыров это как Лукашенко гауляйтер, да? Точно так. Слава ЗСУ. Кадыров кукла Путина, убийца, Ташкент, Хусейн Бекманов. Да, совершенно верно, Хусейн. Именно так. Зачем Путин развязал войну? Кто эти люди, которые поддерживают бессмысленное кровопролитие? Хороший вопрос, Сорнячок. Я на него много раз отвечал. И сегодня я тоже немножко его раскрою вам этот вопрос. Дело в том, что Россия, доведенная западными, в частности американскими спецслужбами, до, ну скажем прямо, до нищеты, колхозная экономика была неконкурентоспособной, западная цивилизация оказалась сильнее. Но, как мы знаем, американский президент приезжал в Киев, по-моему, президент это был, и просил украинцев не уходить из Советского Союза, не разваливать Советский Союз. Мы знаем, что, по крайней мере, одна часть, или та администрация, которая была у власти в Америке, не хотела, чтобы Советский Союз разваливался. Не хотела. И нам важно вот эти моменты, конечно же, в обязательном порядке учитывать. Потому что сегодняшние события это прямое следствие, прямое последствие тех событий, которые были в 80-х, конца 80-х, середины 80-х, конца 80-х и начала 90-х.
Так вот, КГБ решило, что они не хотят быть мальчиками для битья. Фактически, в айкидо, когда враг использует, соперник использует силу своего противника, КГБ именно этот метод и применила против США. США и западного мира. Понимая, что их довели до нищеты, и их таких, знаете, моська, которая скалится, там, она сама из себя ничего не представляет, но очень много вони от нее, лает и там скалится очень сильно. Там на нее посмотришь, там страшно становится. А ровным счетом ничего себя не представляет. Вот до такого состояния американцы, англичане и Запад довел Советский Союз. И чтобы не быть вот в этом состоянии, шавкой, которые будут пугать весь мир, КГБ использовала прием айкидо. Она использовала силу американцев, силу Запада против Запада. Они ничего не могли поделать. Они не могли противостоять силу. Они не могли даже свое атомное оружие, потому что американцы, ЦРУ запустила МИФ, очень хорошо подготовлены. Вы все, наверное, видели сериалы «Звездные войны». Уже трилогия, там 15-я, 115-я серия у них идет. Это продолжение того мифа, который американцы, хотя может и не миф, не надо было использовать, и поэтому, может, американцы снова засекретили вот эту программу. Программа называлась СОИ, это противоракетная система, которая должна была быть расположена в космосе. И она должна была уничтожить все американские, советские атомные ракеты, которые только задумают запустить, там сразу же с космоса американцы моментально наносят удар и все. И русские очень сильно испугались. И почему я говорю, что может быть это все-таки не миф, потому что американцы потом сказали, что это миф. Я почему так считаю? Потому что так сильно русские поверили, что это СОИ существует, что, ну, наверное, какие-то основания все-таки должны были быть у русских, чтобы так генералы там сходили с ума, там паника была страшная у советских генералов, что вот-вот американцы нанесут атомный удар. И тогда русские расходятся, чтобы сойтись. КГБ, да, давайте так, более будет точная формулировка, если это будет КГБ, потому что там были не только русские. КГБ Грузии, КГБ Украины, КГБ Азербайджана, КГБ Казахстана. Это все КГБшники, которые разошлись с договором, чтобы снова сойтись. Понимаете? Это единая система, которая до сих пор существует. И в Украине в том числе. И мы видим, и откровенно, вот эти 2,5, больше 2 лет, то, что идет широкомасштабная война, причина того, что не вычищают оттуда вот эту всю КГБшную номенклатуру потомственную. И для того, чтобы вновь разойтись, чтобы вновь сойтись, им нужно было начать угроза со стороны Америки. И что они делают? Они берут, ставят Ельцина, который гарантирует им, как должен был гарантировать им умерший своей смертью или от передоза в тюрьме Навальный. Ельцин должен был гарантировать безопасность КГБ и КГБшник Ельцин, потому что не КГБшник, глава Свердловской области в Советском Союзе, кто он там, председатель коммунистической партии Свердловской области, быть просто не мог по определению. И назначать Горбачев, тот же Сталин, Андроповец, сталинец, Горбачев, тот самый, Нобелевскую премию дали, просто бред просто собачий. Горбачев придумал перестройку, пытался что-то перестраивать, это была попытка, видимо, отвлекающая, на самом деле ничего перестроить там невозможно было, перестраивать нужно было из чего-то, нужно было отказываться от коммунистической идеи, от социалистической идеи и переходить на демократические рельсы, на рыночную экономику с колхозной. В итоге Ельцин якобы победил Горбачева, там 3-10, развал Советского Союза. И самое интересное, что они все с этим были согласны, что КГБ, армия, все остались в казармах, никто ничего не делал, все, Советский Союз распался. Но задача
у КГБшников не была, чтобы Советский Союз просто распался, и они остались не у власти, и, соответственно, понесли наказание за все преступления, которые они совершили. В таком случае уже были конфликты, которые еще в советское время были подготовлены. И как всегда, советская КГБшная власть всегда оставляла конфликты, тлеющие конфликты, чтобы влиять, как это было в Нагорном Карабахе, как это было в Приднестровье, везде, везде, в Таджикистане, куда только не суется вот этот свиной рыл фашистской Русни, там везде кровь, провокации и так далее. Это они называют имперской политикой. На самом деле это абсолютно политический цинизм, такой макиавеллизм, такой в махровом, в русском исполнении. И в итоге первая страна, которую русские террористы посчитали легкой добычей для себя, для того, чтобы подготовить кадры, это целая программа. Начать войну, это не просто начинается война, это готовятся кадры, которые людей убивают, люди, которые пытают, которые там ведут боевые действия и так далее. Но эти, в принципе, быстро заканчиваются. Но есть специальные такие садисты, которые подготавливаются, они всегда были на России, всегда они есть, и этих садистов готовят. Так вот, первое, что нужно было сделать, это начать восстанавливать империю. А начать восстанавливать империю можно было только с маленькой Чеченской республики Ичкерия. И Россия сделала все, чтобы подготовить кадры на этой войне, утопить чеченцев в крови. Маленькую Чеченскую республику, обрушился весь потенциал, накопленный к Третьей мировой войне, на Чеченскую республику Ичкерия. Мы достойно сражались, дали миру 25 лет, немножко задержали этих террористов. Но в итоге мы не справились их полностью победить, потому что весь мир, и Украина, и Грузия, и другие страны, и европейские страны помогали русским террористам нас убивать. К большому сожалению. Мы говорили, что после нас будете вы. У нас в Германии несколько дней назад, позавчера, был теракт в магазине. Произошел хлопок, взрыв, который расположен в жилом доме, магазин. И загорелись верхние квартиры. Быстро приехали пожарные, потушили, жертв нет, но нанесен колоссальный урон. Я так полагаю, это начинается вот эта террористическая волна, которая будет усиленно здесь дальше распространяться. Уже, я думаю, все подготовлено к этому. И будут еще убийства, покушения, полагаю, и на меня в том числе. И будет вот это все продолжаться. Вот в этом направлении. Ну, ничего удивительного. Здесь Европа сама к себе приютила, держит, содержит, дает им площадки, разговаривает с ними, ГРУшниками, с ФСБшниками и со всеми остальными. И, конечно же, ничего удивительного, что здесь будут теракты. Мы об этом говорили очень давно. Очень давно. Я, например, уже несколько лет говорю уже в стримах, что вот начнется будет. И в итоге Россия, подготовив кадры, уничтожив треть чеченского народа, начала продолжать, запачкала, тоже очень важный момент в этом деле, она сделала соучастниками, запачкала в чеченской крови весь остальной мир, и в том числе украинцев, которые сейчас воюют против украинцев. Некоторые, конечно, воюют сейчас за Украину, кто убивали чеченцев. Но в основном это делались соучастники вот этого русского мира, русского зверства, русского людоедства. В итоге русские разбогатели, Запад их поддерживал, нефть была высокой, чеченцев убили, кого могли, посадили, вытурили, кого могли. Ну и, как говорит Путин, в одном своем выступлении сказал, как процитировал ислам, мусульманство, и сказал, что Бог лишает, Аллах лишает разума человека, если он хочет его наказать. И Путина цитировал, кстати говоря. И Бог лишил Путина, Патрушева и клику КГБ разума. И они посчитали, что Америка проглотит
очередной раз и Грузию, и Ичкерию, и Сирию, и Приднестровье. И все это, почему бы нет, почему бы не проглотить? Ну, давайте попробуем. Вообще, у русских такая идеология была, Проханова, почаще просто, раньше надо было слушать, он бы вам рассказал, что нужно собраться, деньги есть, оружие вот это, которое они готовили к Третьей мировой войне, тоже имеется. Нужно начать Третью мировую войну и идти до тех пор, пока не дадут в нос. Это дословно слова Прохорова. Вот, Проханова, извиняюсь. Проханова. Пока нос не дадут, пока из носа кровь не почтет. Это типично русский подход к делу. Русский, просто немножко отклонясь, расскажу вам два примера для сравнения. Конфликт с чеченцем начинается после того, как вы его ударите. Настоящий конфликт. Конфликт чаще всего с русским заканчивается, когда вы ударите. До тех пор, вот нужно их ударить. Они ждут удара. Значит, украинцы до сих пор недостаточно сильно ударили их, чтобы они остановились. Но Джохар Дудаев предупреждал, что на непримиримых. Кстати говоря, еще немножко отвлекусь и скажу еще одну очень важную мысль, чтобы вы тоже поняли, что сейчас нам рассказывают, что Россия бедолага, она защищается, потому что там НАТО подкралось там незаметно, что все плохо было и так далее, и так далее. И что если бы Россия сейчас не вела бы так называемую специальную военную операцию, то вот уже все, уже Россия потерпела поражение там, и так далее, и так далее. Это не так развенчивается одной фразой Джохара Дудаева. Когда Джохар Дудаев говорил, что Россия нападет, вот одним от его интервью, и они сойдутся на непримиримых позициях. Джохар Дудаев не знал, какую позицию будут сегодня Путин и они занимать. Но он знал, насколько ненависть у русских к Украине, украинской истории. Я подхожу к этому моменту, почему Россия напала на Украину. А дело в том, что у Украины есть настоящая, она и в этом ее и прелесть, честная, славная история Украины. Древняя, украинцы это очень древний народ. Да, там, Черное море выкопали, там, 3-10, там, русские пытаются там подкалывать, там, и так далее. И в Украине есть разные и больные, и работающие не на Украину люди, которые там разные бреды забрасывают. Но факт в том, что в моей памяти это первая война, когда ее ведут за чужую историю. Дело в том, что русские очень сильно разбогатели, и КГБшники, они же разбогатели не на том, что они придумали iPhone или там изобрели Теслу, а потому что мы 3 поколения, наши отцы и деды работали, бабушки, дедушки, работали на то, чтобы, не имея ничего собственности, чтобы Советский Союз был великим. А эти КГБшники, сегодняшние, их отцы и деды, были нашими конвоирами, нашими тиранами, нашими палачами. Они нас убивали, миллионы убивали, сажали в тюрьмы, сгнобили там в Сибири, на Соловках, где только все это не происходило. В итоге эти люди захватили всю собственность Советского Союза и стали миллиардерами. И они решили легализоваться. Для того, чтобы легализоваться, они придумали план, что они внедряются в западную цивилизацию, богатеют, расходятся, чтобы войти, используют метод айкидо, то есть силу Америки, силу Запада используют против Запада, то есть просто становятся на колени и говорят: все, мы будем делать все, что вы скажете. И первое лицо страны, которая грозилась просто стереть с лица земли Америку, прилетел в Америку, избранный президент Ельцин, сказал: Господи, благослови Америку. То есть враг, который непримиримо боролся против американцев, сказал, и этим они обезоружили американцев. И американцы подумали, психология человека, она такая, если же нерационально быть врагом Америки, американцы так думают, ведь они могут очень многое дать. Зачем становиться врагом? Русские так и сделали, взяли, дали поверить им,
взяли все, что можно взять от американцев, от Запада, набрались сил, набрались убийц, вот эти кадры, это очень важный ресурс, который обязательно нужно будет нейтрализовать полностью, всех посадить и привлечь к ответственности. И в итоге заморали чеченской кровью и сказали: а вы заткнитесь. В Грузии какие-то события произошли, еще где-то. Кто-то начинает возмущаться: да вы же имперская Россия. Да вы заткнитесь. Вы заткнитесь. Мы вместе вон террористов ведь с вами убивали в Чечне. А оказывается, в Чечне не было никакого терроризма исламского. Оказывается, это было национально-освободительное движение, которым каждый народ гордится. История любого народа, гордость за национально-освободительное движение, за героев своих. Так вот, нам в этом праве отказали, обвинив нас, каких-то там радикалов, там, исламистов, сумасшедших людей, которые хотим до судного дня воевать и так далее, и так далее. Понимаете, что было сделано? В итоге, окрепнув, они подумали, что все-таки они смогут захватить. А вот нам говорят, что там заигрывали там 3-10, там дали им добро. Это неправда. Не дали им добро. На Западе не ожидали в той мере, что они будут так себя агрессивно вести. Они надеялись, что есть рычаги. У них там есть агентура, у них там есть свои агенты влияния, у них есть статистика, у них есть полный контроль, и спутники, все, полный, относительно полный. И в итоге, когда русские поперлись, Западу нужно было в конце концов подготовиться. Запад производил машины, а не танки. И Запад надеялся, что будут договариваться. Но самое интересное, что соучастниками нападения на Украину являются западные страны, европейские страны. Представители некоторых европейских стран являются соучастниками развязывания Третьей мировой войны. На мой взгляд, я так считаю. И в итоге вот началась война, которая обзывается как угодно, там НАТО, нацисты, фашисты, что угодно можно говорить. Факт остается фактом. Факт остается фактом. Эта война ведется за то, чтобы Россия стала империей. Но самое еще важное, не одна Россия хотела стать империей. Была договоренность с Германией, с Португалией, с Испанией, с другими монархиями. Не на самом государственном уровне довелись договоренности. Я надеюсь, в этом направлении спецслужбы Запада ведут работу, потому что Бернс сказал, что это имперская война. Это директор ЦРУ, как мы знаем. А он просто так вещи не говорит. И об этом мы давно говорим. И Абдурахман Авторханов, наш профессор, преподаватель ЦРУ, бывший, ныне покойный, он об этом говорил еще в 94-м или в 3-м году, что Россия воссоздается в виде нового советско-фашистского типа империю воссоздает. Это большая угроза для мира. Но нужно было уничтожить 30% граждан Чеченской республики Ичкерия, уничтожили людей в Сирии, в Грузии и в других местах, в конце концов, чтобы дело дошло до Украины, и в конце концов стали. Раньше бы, если бы осознали бы достойные, скажем так, ответственные политики, они не пользовались бы реал-политикой так называемой, то, конечно, бы не было бы геноцида чеченского народа, не было бы войны в Грузии, не было бы войны в Украине. Но, к большому сожалению, мир вот такой вот, какой он есть. Какой мы заслуживаем этот мир, такой он и есть на самом деле. Как-то так, Дион, как-то так. Поэтому начало войны, зачем он ее развязал? Для того, чтобы стала империей. Извините, что я так долго рассказываю, но каждый раз это нужно доносить, объяснять людям, чтобы люди понимали, что не велись на их пропаганду и понимали настоящие причины фашистской агрессии против Украины.
И кто тебя поддерживает, бессмысленное кровопролитие, я вам скажу, кто эти люди, кто поддерживает. Во-первых, это люди, которые выросли на том, что чеченцев можно убивать, и вас за это не сажают, не преследуют. Русские возвращались из командировки во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерии и рассказывали, как они сжигали чеченцев, расчленяли чеченцев, убивали, грабили, все что угодно делали. Это был такой территория беззакония была, которую Русня установила и до сих пор действует. Такой режим тоталитарно советский режим, который они там установили. Который сейчас будут на всю Россию, кстати говоря, устанавливать, уже все успешно делается. Как с нами проблем у КГБ с русскими не будет. Русские, как Путин сказал, как он сказал, понятливый народ, да, или правильный народ, да, нормальные терпилы, короче говоря. И вот эти люди, знаете, 25-30 лет чувствовали безнаказанность. Они чувствовали. Молодежь, которая вокруг них росла, чувствовала. Армия имела колоссальные средства, деньги. Именно же в начале же, кроме пропаганды, которая использовалась, выплачивались большие деньги тем, кто принимает участие в так называемой специальной военной операции. И это те люди, которые хотят денег, это люмпены пролетариата, это люди, которые не нашли себя в жизни и готовы убивать других, чтобы купить жене холодильник или стиральную машину. Как-то так, да. Ну да ладно, давайте почитаем еще ваши комментарии. Вы русофоб, говорит. Нет, конечно. Нет. Каждый раз, когда я называю фашистскую Россию фашистской Россией, или же когда говорю слово русский и говорю про КГБ, мне почему-то всегда говорят, я русофоб. Нет, я 100 раз сказал, при чем здесь русофобия? Мне кажется, я наоборот помогаю русским, нормальным думающим русским. Да, конечно, у кого там амбиции высокие, ощущает себя имперцем, и сейчас немножко у них не получается стать великой империей. Да, они на меня обижаются. Нормальный человек, о чем я говорю, должен понимать, о чем я говорю. Я не против русских. Если русский понимал бы, я за русских. Таким же успехом вы можете сказать, что я против чеченцев, за то, что я кадыровцев не жалую и отношусь так же. Но так как кадыровцы всего лишь марионетки вот этих КГБшников, поэтому я говорю так. Если бы марионетками были КГБшники, я бы говорил бы, что вот кадыровцы хозяева, это их марионетки. Все просто. Каждый слышит то, что хочет. Это они чеченские фобы. Это правда, Виктор. Они фобы чеченские, точно. Америкофобы, украинофобы, евреефобы. Да, это так. И чеченофобы. Асан, а совершенную государственную систему возможно создать, чтобы всем госорганам и госдолжным иметь было... Так, удалил ты. Нет, совершенную государственную систему, кроме того, что человечество сейчас достигло, это выбор народа, народовластие, демократия. Ведь надо правильно понимать. Некоторые понимают, демократия это какие-то парады. Некоторые понимают, что демократия, ее так понимают, что она может быть только христианской. А демократия это значит народовластие. Власть народа. Демократия может быть и там, где преимущественно проживают мусульмане, иудеи, Израиль, отличный пример. Я не знаю, например, Чехия, там 99% атеистов проживает, демократия. Турция, огромное количество мусульман, демократия. Поэтому демократия это
форма управления, и она единственное, к чему достигло человечество, но она не может быть совершенной. Не может быть, потому что нет совершенных людей. Мы несовершенны. Как только человечество, люди, каждый индивид достигнет совершенства, да, тогда форма правления, любая, которая там будет, она будет близка к совершенству. Как-то так, я думаю. Пока люди не изменятся, все будет. И войны будут, и вот это все будет. Американские разведки видели угрозу России еще с 90-х годов, но американская исполнительная власть была чересчур коррумпированной, чтобы отреагировать на телодвижение России до Украины. Возможно и так, СЦ, не знаю. Здравствуйте, ты за Америку? Здравствуйте, да. Норм тебе с американским флагом сидеть? Конечно. А у тебя какие-то проблемы с этим? Не говори на русском с таким флагом, говори, с такими флагами. Юрий Властелинов. Юра, так ты же на американский YouTube через американский интернет зашел. У тебя вообще когнитивного диссонанса нет никакого. Нормально ты себя ощущаешь? Какие вы тупые. А? Чего вы такие тупые? Давай ты будешь за Таиланд. Там очень красиво. Я буду, почему нет? За Таиланд тоже буду. Чечня помогала нацистам во Второй мировой войне. Ну, конечно, это наглая ложь. Наглейшая. Чеченцы воевали на стороне нацистов во Второй мировой. Сера, ну перестань ты на чушь нести, блядь. Когда чеченцев депортировали со своей, чеченцев, ингушей, со своей страны, со своей земли, немцы уже были далеко в Европе. Самое интересное, ни один сапог немецкого солдата, ну, может, какой десант сбрасывали, а армия нацистская на территории Чечни вообще не было. Бомбили наши нефтяные скважины, нефтехранилища, а непосредственно не было. Но на территории России были, и русские массово переходили, старостами были, там, переводчиками были, сдавали своих. Ну, зачем вы рассказываете? Один только Власов, казаки, тоже ваши любимые, тоже же переходили на сторону, и все такое. И я, знаете, если честно, я, конечно, очень плохо отношусь к Гитлеру, очень плохо. Я считаю, что это очень больная просто, психически нездоровая идея считать одну нацию богоизбранной над всеми нациями, и за то, что ты не этой нации, тебя должны сжигать. Но мне кажется, это больная тема. Но я скажу вам одно. При всем при этом я считаю Сталина и советский режим в 1000 раз хуже Гитлера. Понимаете? В 1000 раз хуже. Чтобы вы понимали. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Красава, дякую за підтримку України, друзі. Дякую, дякую. Вітаю вас, друзья. Твои предки помогали фашистам. Говорит. К большому сожалению, мой дед был в советской Красной Армии. Был ранен, воевал, находился в госпитале. Был связистом. Все знают, что ты сперва был в разведке,
потом связистом, был ранен. Сейчас, подождите, у меня тут какая-то проблема возникла. Был ранен, находился в госпитале, и ему сказали: все, ты можешь ехать домой. Он говорит: ну как, 44-й год, там уже всех гонят, там все нормально, в Европе все дела, все хорошо. Ему сказали: нет, ты больше не участвуешь, ты чечен, ранен в госпитале. Да, и, к большому сожалению, мой дед был за русских фашистов. К большому сожалению. Я исправлю эту ситуацию, понимаешь? Но дед мой поверил в этот коммунистический бред. Он был молодым, очень образованным, у него 2 высших образования было. В то время это было большим исключением, потому что русские не давали чеченцам, во-первых, учиться, во-вторых, всех умных на подступах репрессировали, сажали, убивали. Не только чеченцев, все народы страдали от этих ублюдков. Но мой дед поверил в вот эту идеологию, она реально была очень интересна. Если бы сейчас я бы не знал бы всей этой истории подноготной, я бы тоже, вероятно, поверил бы этой идее, что все люди должны быть равны, там, 3-е, 10-е, потому что люди переходили из монархии, из тоталитарных режимов, переходили из рабовладельческого строя, Российская империя была рабовладельческой страной, переходили на новый уровень. И они поверили, что так можно, что вот если нету собственности, от каждого потребности, каждому по способности. Да? Помним мы эту формулу коммунистов. Каждому, если я, например, могу собирать только, я люблю приводить этот пример, я розетки только могу собирать, я там слепой, больной, еще какой-нибудь. Илон Маск может производить там ракеты, которые летают в космос. Это каждая способность, которую мы можем в общество внести, в наше государство. А потребности государство нам обеспечивает. Вот любые потребности. Это и был коммунизм. То есть каждый делает, что может, и ему все, что необходимо, государство дает. Но там крался подвох, обман. Дело в том, что такое возможно только на том свете, в раю. На земле это невозможно. К большому сожалению, невозможно. Так как способности, как я сказал, у всех разные, а потребности, во-первых, у всех большие и разные, а во-вторых, в чем подвох, они не ограничены. Если у вас сегодня есть Жигули, завтра вы хотите BMW, затем вы хотите Мерседес, потом Ламборгини запасной, потом еще, потом квартиру, потом дачу и так далее, так далее, и так далее. Посмотрите на Путина с Патрушевым. У них есть все, просто миллиардеры там конченые. Но им все мало, мало. Человеческая потребность не ограничена. И идея, она была изначально обманна. Суть вот коммунистической идеи, она была обманом. Звучит красиво. Не будет тюрем. Представьте, не будет преступности. Вы идете в магазин, денег не будет. Это достижение коммунизма. Но до того, чтобы достичь коммунизма, был период социализма. Так называемый период социализма, чтобы дойти до коммунизма. Потому что сразу к коммунизму прийти было невозможно. Нужно было прийти это через социализм. Но так мы и не дошли до коммунизма, что в магазинах все бесплатно, вы заходите, машину берете себе. Представьте, если это будет бесплатно. Вам же Мерседес хочется после BMW не потому, что он бесплатен, а потому, что у вас много денег, и вам можете позволить себе новый Мерседес. А если все будет бесплатно, вы будете каждый день брать по одной машине и разбивать ее. И так далее, и так далее. Поэтому, что не будет тюрем, не будет преступности. Ну, скажите, великолепная идея. Она была подсмотрена, кстати говоря, как обычно русские украли эту идею, или ее им принесли и вложили в голову через Ленина. Сейчас не могу точно вам сказать за это, но могу сказать, что Карл Маркс немножко перечитал Библию, Коран и Тору и взял, видимо, оттуда все вот эти вещи и решил, что вот он сейчас открыл что-то. На немцах пробовать он не решился.
Но решили испробовать на русских. Ну, на нас всех в том числе. Ну, вот как-то так, да. Ну, давайте дальше идем. Какие у тебя политические взгляды? Демократические у меня политические взгляды. Аслан, знатно ты поджег рашиста, верным делом занимаешься. Да, Салман, на самом деле, в основном это заходят тролли. Сейчас нас смотрят 1500 человек, и из них, наверное, человек 100, 200, 300 это тролли. Они заходят, это команда такая, компьютерная команда. Они заходят, массово начинают вот этот весь бред писать. Таким образом, они не могут победить правду, истину. На наш канал на территории фашистской России запрещен, я там персона нон-грата, иноагент, там все остальное и так далее. Но их задача, чтобы вы, читая комментарии, они оскорбляя меня, пися, бред разный, они таким образом вас сбивают, чтобы вы не писали комментарии, чтобы вы не могли сосредоточиться на чем-то. Потому что у нас прямой эфир, как вы понимаете, это диалог. И в этом это и есть ценность вот этого нашего сегодняшнего общения. То, что, кстати, предоставлена нам эта возможность любезно американцами, прошу отметить. Да. И им важно, чтобы вот сбивать, хоть как-то, отвлечь меня от темы. Там, они любят там о чем-то поговорить, там, что-то, чтобы я про Украину, чтобы не говорил, про Русню не говорил, про что угодно. Да, есть у них такая тема, и вот они заходят. Здесь это решается одной кнопкой. Я чуть могу нажать, и их больше не будет. Ну, тогда не будет активности, и наш YouTube не будет. Дело в том, что когда начинается наш стрим, его видно в России. Потому что наш канал запрещен на территории Фашни. И когда только прямой стрим, тогда люди видят, что появляется. И вот тогда люди массово начинают заходить и подписываются. Вчера более 1000 человек, кстати говоря, подписалось. Сейчас я вам скажу, сколько подписалось вот за начало нашего стрима. Начинали мы, было 70 083, а сейчас 70 341 человек. То есть 250 человек подписалось. Я это говорю, потому что люди и так видны. Эти цифры подписанных, они и так видны. И подписалось 250 человек, это вот за час, больше часа. Вчера же мы за 2 часа, за больше, чуть более 2 часов, более 1000 человек подписались. Поэтому такой вот глоток свободы получают, инъекцию свободы получают проживающие, больше всего моих зрителей, это проживающие в фашистской России люди. И они, всех я вас приветствую, друзья, кстати говоря, и они имеют возможность услышать правду. Ту правду, которую им нигде никто не расскажет. Потому что я ее говорю, потому что я независимый, абсолютно независимый. Никакой власти, никому не подчиняющийся человек. Да, у меня есть приоритеты, у меня есть предпочтения, у меня есть моя законная власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И есть много друзей, сторонников, даже Украина, Америка, Запад. Поэтому все нормально, друзья, все отлично. Так, давайте ваши комментарии. Вернусь. В любой момент мы его выключим. В любой момент. Так, ну, тут просто. Тебя зарежут в Ичкерии, говорит Александр Дерзкий. Абсолютно независимый, говорит, лучший оператор, в кавычках он говорит. Абсолютно независимый. Я вам клянусь, хотите верьте, хотите не верьте. Клянусь вам, Господом Богом, абсолютно независим. Так. Русские также пострадают от коммунизма, если не больше.
Ну, правильно, да, пострадали. Ну, может быть, не больше, но я думаю, в процентном отношении самые пострадавшие были чеченцы и ингуши. И, наверное, можно сказать, и русские. Украинцев очень много пострадало. Ну, и русские, ну, в процентном, конечно, поменьше, наверное, русские, но в количестве, так как русских больше. Очень много русских было убито. И вот у меня к вам в связи с этим вопрос. Что же вы за терпилы такие, если над вами такое сотворили, а вы продолжаете этой же гибне служить? Просто объясните, вы что такие? Вас нужно уничтожать? Не говорите это открыто, публично. Вдруг это тут украинцы услышат, американцы услышат, Запад услышит. Так они же могут послушать и дать вам то, что вам нравится, понимаешь? 25 километров до Харькова, собаки лают, караван идет. Нет. Да. Это, конечно, я уважаю, я сам большой оптимист, на самом деле. Я уважаю оптимистов. Ну, конечно, пессимисты тоже носят свой вклад. Но, как сказал Бернард Шоу, оптимисты придумали самолет, а пессимисты придумали парашют. И это очень нужное дело в обоих случаях. Для человечества от обоих изобретений много полезного. Но вот у меня вопрос. Вам не стыдно, неуважаемые оккупанты, говорить о том, что вам 25 километров до Харькова? Это не значит, что вы его взяли. Это значит, что вы взяли какую-то деревушку и добрались, может быть, там 25. Это ты говоришь. Нужно минимум на 3 делить. Там, или километров за 75, наверное, находитесь. Но не важно с этим даже. Вам не стыдно за 3 дня брать Киев и сейчас хвастаться тем, что вы 25 километров от Харькова? На 3-й год, на 11-й год. На 11-й год войны и 3-й год кровопролитной, широкомасштабной войны. Вы меня просто радуете сегодня. Думал, не буду смеяться сегодня, честно слово. Просто, ну, мне уже 46 лет, скоро 47. Я веду очень серьезные темы обсуждать. Но я не могу не смеяться, когда вы меня веселите просто. Вы такие просто. Эх, оккупантики, оккупантики. Так, поехали дальше. А я думал, под 60, говорит. Мне тоже все говорят, бороду сбрей, а то ты старый кажешься. Но я не буду этого делать. Знаете, в чем проблема? Мне говорили вначале, я брился. Я в Москве носил бороду. Не такую большую, ну, по настроению. Носил бороду, да. И когда сюда приехал, начал заниматься, и тут вот это разное. Здесь бороду носил большую, вот такую даже, больше даже была, отпустил. И тут ваши вот эти КГБшники приехали сюда и начали нас тут пропагандировать за религиозников. Ну, я побрился почисто, чтобы от этих мерзавцев отличаться. И начал объяснять всем. Ну, что вы делаете? Что за бред тут, короче, тут разные КГБшники приезжают, ГРУшники, КГБшники нам тут рассказывают. И меня обвиняли в том, что я демократ. Из религии меня вот анонимы вроде тебя заходили, выводили каждый день. Прям дверью хлопали. Все, ты больше не мусульманин. Все, мы тебя лишаем этого. Все, анафеме предадим. И так далее, и так далее, и так далее. Я, как в силу своего характера, стойко держался. Не уступал им демократию и ни на йоту не отступал. Ну, в итоге, вот эти все антидемократы стали демократами. Я теперь отпустил бороду. Они начали брить бороду. Коротко ее уже уменьшать. Галстуки начали носить. Кафирские штучки. Представьте, как низко они пали.
Поэтому я вот оставил бороду, думаю, да, а вот не нравится уже. Профессия есть, кроме провокаторской брехни? Да, есть. Конечно, есть. Я адвокат. Ну, экс-адвокат. Сейчас я председатель правозащитной ассоциации русской, говорю, немецкой чеченской ассоциации Human Rights Center Ичкерия. А адвокатом был в России. Так, сколько мы в эфире? Так, 80 минут. Ну, давайте еще 10 минут посидим. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Но только если вы не находитесь в фашистской русне. Обязательно учтите этот момент, это очень важно. Так, возвращаемся. Вот нас уже 460. Понимаете? Почти 400 человек подписалось. А вы говорите, неинтересно. Как неинтересно? Вы даже не представляете, как интересен наш контент. Именно потому, что наш контент и то, что мы говорим, правда, потому что это людям важно и интересно, именно поэтому я объявлен иноагентом. Именно поэтому меня запрещают все мои каналы, меня везде запрещают на территории фашистской России. Они все пустышки в сравнении с вами. Ну, я бы так не сказал. Ассаламу алейкум, брат. Мне надо с тобой серьезно поговорить, как можно встретиться с тобой. Хамзар, да. А тебе, Хамзар, обязательно со мной встречаться, да? WhatsApp мой есть. Ты можешь написать его на WhatsApp под каждым видео, и в TikTok он есть, и под каждой моей трансляцией, под каждым видео есть мой WhatsApp номер. Из России не звоните, это для вас небезопасно, друзья. Все остальные, пожалуйста. Мы являемся правозащитной ассоциацией и помогаем людям. Посмотрите их контенты. Ну, я так-то иногда посматриваю некоторые. Алейкум ассалам. Я лично за справедливость. Достойно, достойно. Я живу во Франции. И дальше. Салам из Киева. Салам, Тим. Салам, Киев. Так. Что это у нас тут происходит? Ахмад Чай, никакая она не сила. Антон Иванов. Трудно с тобой спорить. Так. И давайте не называйте чаем. Ахмад чай это хороший чай, английский чай, отличный чай, индийский, английский чай. И это они говорят не Ахмад чай, они говорят Ахмад Силас. Силас. Он когда-то был человеком, а теперь это Силас. И вот они говорят Ахмад Силас. Запомните это. Никакой это не чай. Не надо чай. Оставьте дело. Так, я так смотрю, здесь много у нас неподписанных. Друзья, давайте сейчас мы вас чуть-чуть разрядим обстановку. Мы вам позволим подписаться. Давайте подписывайтесь, потому что вы пишете столько гадостей. Я не успеваю все читать, потому что вы не подписаны. Все, давайте, все подписывайтесь и заходите.
Вы говорите, что нет справедливости. Вы говорите, что нет справедливости в России. Да, Хамзар, совершенно верно. Справедливость, ну, в общем смысле этого слова. Где-то отдельно, конечно, там живут очень хорошие, порядочные люди. К большому сожалению, в этой фашистской стране живут достойные люди. Так. Ахмад – это индийский чай, произведенный и Индией английской компанией. Максимально интересно, как ты называешь себя независимым, но при этом ты говоришь, что все западные СМИ втирают оккупанты, нацизм, РФ. Почему вы такие максимально, как ты называешь себя независимым, но при этом ты говоришь то, что все западные СМИ втирают. Не-не-не-не-не, это ибоист. Ты неправильно говоришь. Это я говорю. И западные СМИ повторяют за мной. Ты немножко ошибся. Сюда смотрят вот этот канал и повторяют. Понимаешь? Повторяют. Может быть, иногда даже слово в слово, что мы тут говорим. Поэтому в очередь все, да, мы всю свою сознательную жизнь против фашистской русни противостоим. 4 века, между прочим. Каждому чеченцу выпадает на долю вас изучить отлично. Поэтому я называю вас оккупантами, я называю вас нацистами, фашистами и террористами. И этот Запад, и эти западные СМИ, я им пишу, я с ними борюсь, я их вынуждаю правильно обозначать позиции. И слава Богу, наконец-то, да, начали идти в нашем фарватере все. Все будет Ичкерия, да, Алмула. Сергей Борисович, ну, петух тоже птица. Держите себя в руках. Я сожалею, конечно, что вы не человек, но да, ничего поделаешь. Их как не называй, все правильно. В следующем году Рашка распадется на много частей. Не знаю, Тим, не знаю. Здесь есть все основания полагать. Вчера я зачитывал, кстати, у меня и в Телеграм-канале, и в YouTube есть это видео вчерашнее, кстати, тоже в вышиванке. Вчера у меня был стрим на день вышиванки. И я там зачитываю заявление президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И там, знаете, наш президиум обосновывает, что Россию разваливать никто не собирается. А те голоса, которые в Украине и тут на Западе раздаются якобы развалить фашистскую русню, по факту занимаются тем, чтобы укрепляют режим Путина. И наш президиум говорит, что нужно вести, как и Джо Байден на самом начале еще сказал, что это война Путина, и режим Путина нужно смещать. Я с этим не согласен был. Что говорил Байден, что говорит наш президиум. Но вот то, что президиум сейчас обосновал, и дошло до меня, скажем так, что у меня есть своя позиция, и я еще допускаю, что да, развал России все-таки для меня это был бы самый идеальный сценарий. Что все-таки может произойти развал. Может, в силу того, что я не знаю того, что знает наш президиум, потому что попытка развала, так называемого развала фашистской России был еще в начале 90-х. От моря до моря, там Кавказ-центр публиковал фотографии, что мы халифат построим, там 3-10 там, и так далее. В итоге Ахмед Закаев, пророссийский деятель, призывал тогда, изображающий сейчас из себя, пытающий узурпировать чеченскую власть, изображающий себя лидера чеченского сопротивления и так далее. Это абсолютно не так. Абсолютно, от слова абсолютно. И эти люди фактически
собираются представить развал России для укрепления России. Именно Ахмед Закаев и Кутаев, об этом наш президиум говорит, в начале 2000-х, в начале Второй русско-чеченской войны или пятой агрессии фашистской России против суверенной, независимой, демократической Ичкерии, Ахмед Закаев и Кутаев призывали отделить Дагестан от России. Но это было только на пользу. Поэтому не знаю. В этом году Рашку оккупируют. Не знаю, Тим, не знаю. Я, конечно же, оптимист и всегда своих зрителей, своих соратников, единомышленников держу в таком повышенном тонусном состоянии, оптимистическом. Но я тебе скажу, что если это оптимизм, он еще подразумевает, что я всех зову, выходите из тени, из спящего режима, выходите. Но если это затянется на 10 лет, то я не хочу его звать выходить из тени. Потому что достаточно то, что мы тут есть, если это каждый, это, упрощать врагу работу и выявлять наших сторонников. Я не сторонник этого. Но я надеюсь, что это год-два все завершится. И поэтому я им говорю, выходите. Но если это затянется на 10 или 20 лет, что вполне возможно, я не исключаю ничего, особенно учитывая того, что все предсказания Джохара оказались пророческими, и Джохар говорил, что в 94 году, в 95-м, что война, начатая фашистской русней против Чеченской республики Ичкерия, может затянуться на 50 лет, то есть, грубо говоря, до 45-го года получается. Это единственный его прогноз, который я бы хотел бы, чтобы не сбылся, но если он сбудется, ничего страшного. Нам какая разница. 400 лет в прошлом, мы готовы еще 400 лет вперед. Но без каких-либо шансов для фашистской Русни покорить или заставить нас замолчать, смириться. Никогда этого не произойдет. Я верил раньше Закаеву, говорит Виктор Швенцель. Эх, Виктор, вы, я так полагаю, где-то в Европе здесь, судя по нику, живете. И не так хорошо разбираетесь. И знаете, я чеченец, который очень живо интересовался всеми вопросами. И я даже верил. Поэтому вашей вины в этом нет. Там хорошо работают просто. Хорошо работают. Там все применяется. Я надеюсь, сейчас по полочкам будут. Вот эту ложь, вот это КГБшные нарративы по полочкам будут. На молекулы будут разбирать, и будет суд. Да, будет самый-самый справедливый суд. Ждем с ним. Салам алейкум из Турции. Ва алейкум ассалам, Турция. Так, Закаев ширма. Да. Американский чеченец. Говорит, нет, я не американский, я в Германии, я немецкий чеченец. Если что, да. Следующая война начнется в Грузии в этом году. А это еще один у нас тут предсказатель. Тим, откуда ты знаешь? Вы случайно в фильме не снимались? Да, я являюсь Николасом Кейджем, двойником Николаса Кейджа, да. Если серьезно, нет, это была шутка, конечно. Так.
Будущее РФ – это история Германии 1845 годов. Алекс, вы знаете, вы очень близки к тому, что а, может произойти, мне кажется. Да, это сегодняшнее состояние. Россия находится как перед или уже вступившие в Первую мировую войну. Да, и не только вы это говорите, много есть экспертов, которые на эту тему говорят, и много чего. И знаете, вот та попытка создать новую империю, вот этих КГБшников, которые на законных основаниях, там, от Лиссабона до Владивостока хотели создать такой союз империй, чтобы противостоять демократиям во всем мире. Мне кажется, это все в виде фарса, конечно же, потому что история никогда не повторяется точь-в-точь, но в виде фарса это все будет повторяться. И я очень надеюсь, что мы сделаем, мир сделает все правильно, что больше эти террористы не будут нас терроризировать, да, не будут. Будем надеяться, будем надеяться. Так, да здравствует наш самый гуманный суд в мире. Гага ждет, так им и надо. Совершенно верно, да. Абсолютно так, да. У меня есть чеченские гены, я, получается, тоже немецкий чеченец. Однозначно, Виктор, если у вас есть хотя бы одна капелька чеченской крови, то она побеждает всю другую. Поэтому вы почти чистокровный чеченец. Так что приветствую тебя, брат дорогой. Ты, я полагаю, в Германии находишься, да, Виктор? Были бы у вас претензии к Кадырову, если бы он пытал и убивал не чеченцев? Очень странный, конечно, вопрос. Я не знаю, в какую голову приходит такой вопрос. Но я, например, осуждаю и Путина, и Кадырова за то, что они убивают не чеченцев, украинцев. Я их осуждал, когда они убивали грузин, когда они убивали сирийцев. Какая разница, кого убивают? Они же убивают невинных людей, правильно? Это вам надо пересмотреть свое отношение, что если убивают чеченцев, то все нормально, Кадыров молодец. А вот если он убил русских или кого-то, вот это уже плохо. Вот вам нужно пересмотреть. Если у вас возникает в голове такой вопрос, мне кажется, у вас проблемы. Так. Согласен с Дудаевым, прогноз до 45-го года. Алекс, я тебя сейчас забаню. Зря ты это сказал. Ты испортил мой стрим, мое настроение, точнее, а не стрим. Да, это самый неблагоприятный для меня сценарий, но ну что поделаешь, даже если 400 лет, другого выбора нет. Другого выбора нет. Нет, им не знаком. Эти имена мне ни о чем не говорят. Да, Алекс, я-то шучу, конечно же. Я думаю, к большому сожалению, вы с Джахара можете быть правы, да. Да. Ну ничего, ничего. Машал, дурит, асан. Делер села Машал, ой, Георгий, овель Маш. Георгий К. Слава свободной Ичкерии, привет с Украины. Витаю, Украина. Героям слава.
Я второй. Я с тобой согласен, да, я в Германии. Ясно, ясно. Ну, что, значит, да. Отлично. Ассаламу алейкум. Кем был для вас Джохар Дудаев? Он герой или нет? Конечно, герой. Человек, который отдал свою жизнь за процветание, за будущее своего народа. Мне кажется, любой человек такой герой. У любого народа такие люди считаются героями. И не у каждого народа есть лидеры, которые так беззаветно служат своему народу. Не у всех народов есть. Да, у всех народов есть герои, но не все они становятся лидерами, президентами там, и так далее. Конечно же, герой. Это человек, о котором чеченцы, да и весь мир. Вчера, например, к нам эстонец заходил, ну много кто, много раз заходил. И уважают, помнят, чтят память Джохара. Это круто. Мы гордимся тем, что его нашего президента, нашего любимца в мире уважают и любят. Значит, у нас правильный выбор и хороший вкус. Я рад, что смог быть с вами сегодня. Спасибо, Лажос, спасибо вам большое. Спасибо. Заходите. Завтра у нас будет стрим на платформе открытого диалога с Аядом Идиговым, сопредседателем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Заходите, задавайте вопросы. Друзья, это очень важно. Аяд Идигов просто кладезь информации. Он знает огромное количество информации. Вы можете задавать то, что было в советское время, то, что было во время Ичкерии, там третье. И это ему очень нравится, когда вы сознанием дела задаете вопросы, ему это очень нравится, и он с удовольствием отвечает. Пожалуйста, завтра, это будет в 19 по центральноевропейскому времени, то есть сейчас у нас 17:47, это будет, чтобы вы сразу поняли, кто в других странах живет. Это будет завтра 19. Заходите, будем вам рады, друзья. А за счет чего чеченцы дожили в гораздо большом количестве до прихода русских на Кавказ? Значит, война в Украине закончится в 1945 году. Шутка, да? Да, кстати говоря, так и получается, как победа над Гитлером, над нацизмом, точно так же получается в 1945-м победимый русизм. Посмотрим. Хотелось бы пораньше, конечно, но что поделаешь. Почему Ямадаевы проиграли Кадырову? Кремлю был выгоден послушный Рамзан. Дело в том, что... Нет. Дело в том, что Ахмад Кадыров работал на ФСБ, а Ямадаевы работали на ГРУ. И это были напрочь отмороженные товарищи, в отличие от Ахмада Кадырова. При всем при том, что Ахмад Кадыров был очень циничным, вероломным и подлым человеком, он был, как говорят, очень смышленного интеллекта человек. Он неплохо ориентировался и очень умело манипулировал людьми. И он был агентом КГБ, как любой религиозный деятель в Советском Союзе, других в то время просто вы не могли стать ни муфтием, ни религиозное образование получить, если вы, конечно же, не работаете на учреждение. И ямадаевцы, они были никто. Ямадаевцы, по факту. Но так как они относились к военным, и военные это главная сила в любом конфликте, и сейчас тоже вес их поднимается во время войны. После войны, когда заканчивается, гибнюки их разными там трюками подвигают, выкидывают, отодвигают и на денежные потоки. Да, что-то дают всегда, ГРУшники, военные всегда подкармливаются, коррупционная схема для них всегда есть, но основной костяк, основной пирог, конечно же, достается КГБшников. И Ахмад Кадыров был КГБшник. И по всей вероятности есть все основания полагать, что убийство Ахмада Кадырова
Это моя позиция, моя точка зрения, что за ней в том числе были замешаны братья Ямадаевы. Именно поэтому было дано добро на их ликвидацию героев России, там все такое, Руслана и Сулейма Ямадаева, которые, я полагаю, были замешаны в убийстве Ахмада Кадырова. И Путину нужен был свой человек. И именно для этого Ахмада и убили, чтобы сделать ставку на, чтобы подвести Путина под то, чтобы сделать ставку на Ямадаева. Но Путин решил, что его человек в Чечне управлять чеченцами, управлять вот этой боевой единицей, которой русские хоть и ненавидят, но очень восхищаются, тайно, скрытно, латентно очень нами восхищаются. Но при всем при этом Путину этот механизм, этот ударный отряд, пехота нужна была для личного контроля, и поэтому Кадыров каждый день крестился, божился и говорил, что он самый верный, преданный пехотинец Путину и так далее, и так далее. Таким образом он показывал, что и Путину свою лояльность показывал, и другим, что вот я тут контролирую, и Путину это нравилось. Это такое его частное охранное предприятие, я это называю. Ну или же путинское охранное предприятие, то есть путинские попы это были. Поэтому у Ямадаевых не было никаких шансов занять этот пост, потому что они, скорее всего, стояли за убийством самого Ахмада Кадырова. Ва алейкум ассалам, Мухаммад. Мухаммад, غلطوا هو из Маязди саваш, ухайга бо хомязин валла ухайга бо сүйт связя болча проблем шалмекшун. Шай безопасности, шлерцая. Друзья, не говорите, где вы, не пишите никакой информации, которая может вас идентифицировать. По крайней мере, когда вы говорите ко мне, обращаясь в человеческих нормальных тонах. Потому что это говорит о том, что вы являетесь моим потенциальным сторонником, моим единомышленником. А это смертельно опасно, как вы понимаете. Поэтому лучше ругайте меня уж, ладно. Главное, чтобы вы были в безопасности. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Кавказ. Россия – раковая опухоль планеты. Да, именно так. Именно так. И уже воняет, уже разлагается. Слава свободной Ичкерии без русни. Да, именно так. Героям слава. Так, после убийства Кадырова Путин уволил директора ГРУ и еще несколько высокопоставленных генералов. Вот, СЦ, не знаю. Вот ты подтвердил мою версию, откуда у тебя эта информация, я ее в первый раз вижу. Главу ГРУ, да, сняли? Я этого не знал, но там еще много я приводил раньше, но потом меня Ахмед Закаев, они там убедили, что русские, ну это русские же получается, и Мадаевские, это Патрушевские, ГРУ, военные, они, да, ликвидировали. Я думаю, и Рудник Дудаев, генерал ФСБ, который наизусть знал Коран, как говорят, хафизом был, который тоже убили сразу. Это все звенья одной цепи. Я так это видел. Но почему-то мне начали говорить, и я не стал спорить и согласился с этой версией, хотя мне это было неприятно от этого отказываться, потому что были такие аргументы кое-какие интересные. И, ну, я все равно немножко еще остаюсь при своем мнении, что Кадыров Рамзан не знал, что его отца убивают или убьют, что якобы его убили, чтобы он занял пост, он был в курсе, там, 30. Ну, я в это не верю. До конца мне трудно в это поверить. Ну, конечно, это очень удобно представить Рамзана вообще конченным просто там мерзавцем. Но даже если он не убивал своего отца, это нисколько его не делает лучше. Он, ну, просто не убивал отца и все. Такой же преступник и бандит, какой я был и остается. Я думаю так. Я думаю, и вот то, что ты говоришь, это подтверждает, СС.
Слава Украине, героям слава. Считаете ли вы всех россиян фашистами? Нет, конечно, все россияне не фашисты, но большое количество россиян, русских, и не только русских, а россиян, это русисты, русские империалисты. Это самая худшая форма фашизма, которая существует на сегодняшний день. ГРУ сработало. Да, возможно. Ну, там, знаешь, там все же переплетено. ГРУ дружит с ФСБ, ФСБ генерал какой-нибудь дружит с ГРУ и так далее, и так далее. Поэтому, потому что умер и был в Кунге у себя на территории Ханкалы, в Кунге генерал ФСБ Рудник Дудаев был сожжен в своем Кунге. Там облили бензином и подожгли его. Таким жестоким способом на территории Ханкалы, охраняемой территории, где ФСБшника генерала замочить могли только санкции с самого верха. Причем такая тишина после этого возникла. Потом героя России Сулима Ямадаева застрелили в Дубаях. Героя России Руслана Ямадаева застрелили в Москве. Кого-то там генерал был или кто там, полковник, генерал этого Кизюна тоже ранили. Ну, короче, было видно, что мочат просто с самого верха добро. И никто не наказан, никто не посажен. Убийц Сулима, убийц там этих. Кто там был? По-моему, Иса Ямадаев там есть один, который тогда был президентом Медведев. И он обращался к Медведеву и говорил: за что я должен умереть? За что были убиты твоими братьями чеченцы? Тоже хотелось бы спросить этого человека. И тогда, я тогда думал, московский комсомолец, там, по-моему, работал этот, как его, как этого, забыл фамилию, дружок Бабченко, который, Муждабаев, в московском комсомольце, он, по-моему, работал. Я тогда понял, когда вот этот Иса Ямадаев выступил, обратился к президенту, что это военных. Я всегда думал, МК это ФСБшная газета. Ну, было понятно, что ему дали это место, площадку, чтобы он обратился к Медведеву тогда, уже после убийства Сулима, Руслана Ямадаева. Я для себя где-то в голове отметил, что да, МК все-таки это больше военных газет. И Муждабаев из этой же темы, да. Я с вами согласна. Я белоруска, родилась в России, а моя душа с Украины. Ясно. Что за одежда на тебе? На мне вышиванка и пиджак, и кепка. Ну, все, что ты видишь. Что думаете о Хачилаеве? Он был агентом российских спецслужб, он уговаривал Басаева пойти в Дагестан. Скажите мне, выжили кто-нибудь из братьев Хачилаевых? Я думаю, он тесно общался со всеми с ними, но раз его ликвидировали, его могли ликвидировать, конечно, тех, кого он и предал, если он был агент. Я не знаю, скажу так, я не знаю, кем он был, не могу сказать. Но то, что эти люди там мутили и до чего-то домутили, мы это видели. А что там, не знаю. Так, мы почти 2 часа в эфире, друзья, не хочу больше делать этот стрим. 113 минут в эфире, еще пару минут и мы закругляемся. Бек ночью. Ассаламу алейкум с Харькова. Все будет Ичкерия. Ва алейкум ассалам, Бек. Машовель. Харькова душу. Бек, пожалуйста, скажи, 25 километров от вас находятся русские террористы? От Харькова 20. Мне тут один русский террорист пишет, что они уже в 25 километрах от Харькова. Это правда или нет? Del ettu buelshuk enti, del alsh doelshut, del tulam loelshut, шаем оман пайдахир бол штулам буй, del мокш мэш цадерс доельшу. Шеш эрбэх каннигир. Так, Бек, жду.
Нет, 40 километров возле границы. Все, Баркалон. Это ты подтвердил, что он был бы не русистом, если бы не соврал бы. За 15 километров скинул, говорю. Но не так сильно, как я сказал. Тоже нужно признать. Соврал, да. Но не в 3 раза, а всего лишь на 50%. Хачилаев был, потому что сразу после суда по делу о вторжении в Дагестан его выпустили из зала суда по амнистии, доказывает это. А я эти детали не знал, СЦ. Я не знал, я знал, что мы с ними, ну, мы наши общались с этими Хачилаевыми. И если это было, да, конечно, по-другому быть не может. После такого события, чтобы они выпустили из тюрьмы, конечно, нет. Конечно, в таком случае это был не независимый человек, а их человек. Да? Баркалон за эту информацию. Сколько геноцид совершил русский мир над Кавказ чеченцев? Факты упрямые. Да, мистер Маршал, совершенно верно, что... Да, Елена, это так. Бывает, иногда ты так заносит тебя. Так, друзья, я свой стрим закончу на этом. Хорошо, сегодня мы пообщались, и я думаю, вам было интересно. Друзья, я вас прошу завтра быть на нашем канале здесь, на платформе открытого диалога. Завтра будет очень интересно. Кстати, завтра будет стрим, по-моему, на русском, если я не ошибаюсь, или на чеченском. Напишите в комментариях, на каком языке завтра будет стрим у нас на платформе открытого диалога, в субботу, значит. Всего самого хорошего, друзья. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Оэль. Всего хорошего, друзья. До свидания.